Страны Средней Азии, по мнению Владимира Жириновского, находятся в опасности. Нужно создать на таджикско-афганской границе мертвые зоны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Владимир Жириновский охарактеризовал происходящее на границе. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Как кончится кровь в Карабахе, вот увидите, начнут с Средней Азии. Чтобы и там русский солдат проливал кровь. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал обратиться к руководству ФСБ России с предложением помочь Таджикистану создать на границе с Афганистаном мертвые зоны глубиной 2-3 километра. России необходимо помогать Таджикистану в укреплении его рубежей с Афганистаном, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Подождите, еще заполыхает Средняя Азия. Вот там будут ягодки, здесь цветочки, всего 3 региона. А там вместе с Афганистаном все заполыхает, под Екатеринбургом и Новосибирском будем стоять там и останавливать. Я лично обращусь к руководству ФСБ России с предложением помочь Таджикистану создать на границе с Афганистаном мертвые зоны глубиной 2-3 километра. Тогда ни один террорист, контрабандист не пройдет. Даже думать перестанет о нарушении границы с Таджикистаном, отметил глава Либерально-демократической партии России. Но чем это кончится? Варвары вас уничтожат. Потом быстрее их выпихивайте все. Как вы относитесь к такой идее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Крупное исламское государство, объединенное религией, это не советская идеология. Портреты повесить Ленина, Маркса. Это религия вековая. Самая мощная сегодня, сильно сплоченные все. Вместе с Ираном ворвутся в Среднюю Азию. В Российской Госдуме обсудили рост террористической угрозы и активизации группировки «Талибан», запрещенных в России, в том числе вблизи границ стран, входящих в организацию. Это, по словам депутатам, происходит в непосредственной близости от южных границ Таджикистана. Нестабильная обстановка вблизи границ Российской Федерации и Таджикистана требует от правоохранителей двух стран особой бдительности из-за боевиков, возвращающихся с боевых заданий. Протяженность таджикско-афганской границы 1344 километра, речная граница составляет 1135 километров, сухопутная граница 189 километров, озерная 19 километров. Как вы думаете, в случае чего Таджикистану стоит принимать помощь от России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Нужно думать, так сказать, поэтому постарайтесь больше внимания уделить Среднему Азию. Когда она заполыхает, то Карабах и Белоруссия будут... ягодки, цветочки будут там. И у нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.